Аварий на дорогах Тувы становится все больше. С начала года произошло 260 ДТП, в которых погибло 56 человек и 354 были ранены. Чтобы привлечь внимание водителей и пассажиров, сотрудники госавтоинспекции и врачи скорой медицинской помощи провели акцию под названием «Сохраните наши жизни». Побывать на качалке по серьезной причине не пожелаешь никому. К счастью, все расположенное здесь оборудование предназначено только для показательных целей. Суть акции заключается в ознакомлении водителей и пассажиров с приемами оказания первой помощи. Они достаточно просты, доступны каждому, кто вдруг стал свидетелем ДТП и хочет помочь. При знании навыков помочь можно, не причинив вреда здоровью возможного пострадавшего. Обязательно осматриваем. Если человек в бессознательном состоянии, осматриваем. Вот так. После того, как определили, что шея целостная. Пугающая статистика по авариям на дорогах в Туве не осталась без внимания населения. Люди беспокоятся о росте ДТП и причинах, из-за которых они происходят. Вот эта акция очень важна, очень нужна всем людям. Все должны знать, что тут рассказывают. И очень плохо, что водители, зная, что нельзя так быстро ездить с такой скоростью, все равно это делают. И хотелось бы, чтобы все соблюдали дорожно-транспортные правила, да. И чтобы мало этих происшествий было. Очень грустно, что очень много людей погибает из-за водителей, которые не соблюдают правила, простые правила. Спасибо большое. Сотрудники ГИБДД и медики проводят акцию «Сохраните наши жизни» не первый год. Стараются привлечь к этой акции своих коллег в районах. В прошлом году в акции приняли участие более 1500 человек. Зачастую, как показывает практика, на месте всегда оказываются очевидцы и свидетели. Кроме как позвонить в экстренные службы, в оперативные, эти люди не могут оказать надлежащую помощь. В период пандемии, по наблюдениям ответственных ведомств, люди стремятся выехать на отдых вопреки противоэпидемическим нормам. Игнорирование указа, спешка, чтобы скрыться от проверяющих, и нарушение правил ПДД может привести к росту трагичной статистики. Цифры статистики в сравнении с прошлым годом звучат как весомый аргумент в пользу этого предположения. Данное взаимодействие, конечно, достаточно долгое время, конечно, идет. Но вот такие открытые акции проводятся достаточно недавно. То есть в прошлом году проводили, позапрошлом году проводили и в этом году. И они проводятся не только у нас, но и по району. Для чего такие акции проводятся? Во-первых, для того, чтобы сохранить жизнь пострадавших. Акция «Сохраните наши жизни» может повысить шансы выживания пострадавших в ДТП. Самое главное, она напоминает людям о важности взаимоуважения на дороге и соблюдении правил дорожного движения. Даян Дансырюн, Чайхан Дангак, Азамат Учур, Тува 24.